Великая степь, тысячелетия событий, сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, совершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект Enigma of the Great Steppe. Скитание, в котором пребывали эти двое мужчин, было делом на первый взгляд обычным. Так в степи поступал время от времени любой человек, будь он по происхождению простой скотовод или принц крови. На это у людей были свои мотивы. Но что толкало в путь именно этих мужчин? Каждый, кто встречал их на своем пути, понимал, что перед ним не отшельники, не охотники за шальной удачей или неприкаянные бродяги, а представители царского рода. У знатных странников были земли, подвластные кланы, а с некоторого времени и общий могущественный враг. Но ведь не на войну же они выступали, и не с похода домой возвращались, а почему-то выбрали жизнь, полную опасностей и приключений. Что они в итоге надеялись обрести? Тайные знания, славу, истину? Ответ на этот вопрос знает лишь ветер, который слышал разговоры двух необычных скитальцев. Многочисленный киргизский, казахский народ живет в неограниченной вольности в сравнении калмыков, которые так много малых властителей над собой имеют. Каждый киргизец, казах, живет так, как вольный господин. Однако каждое поколение имеет над собой главного, которому все произошедшие от одного колена оказывают добровольное послушание. Имеющие у себя в ведомстве большое число подчиненных называются ханами и султанами. В отечественной историографии есть много ханов. Среди них выделяются двое. Они жили в 15 веке, участвовали в важных процессах, но их имена большинство казахстанцев открыли для себя относительно недавно. Теперь каждый школьник знает о ханах Керее и Жанибеке, и что почти 6 веков назад именно они стояли у истоков казахского ханства. Впрочем, несмотря на статус основателей первого государства, они остаются полумифическими фигурами. В европейской истории, там, даже в российской истории, там все до мельчайших подробностей описано, известно. Там есть документы, там, что он кушал на завтрак, что он кушал на обед, кто его там отравил, в какой еде у него была отрава даже, знаем. Вот. Он там неправильный салат поел. А у нас таких данных, к сожалению, нет. Кочевники, они не заботились о том, чтобы писать себе истории. Они, скажем, жили, наслаждались этой жизнью и так далее. Мы говорим, в 1465 году по европейскому летоисчислению произошло образование казахского ханства. Как оно произошло? Там кто-то конституцию принял или кто-то инаугурацию провел, мы этого не знаем. Кто-то, может быть, на белой кошме, как тогда было принято, поднял ханами. Кого? Их обоих подняли или кого-то одного подняли. То есть мы такими данными мы не располагаем. Белые пятна в истории двух правителей – это настоящий вызов для исследователей и поле для фантазий людей, далеких от науки. Так кто же они? Султаны или все-таки ханы? Что не поделили с Абулхаиром? Почему их характеризуют то бунтарями, то изгнанниками? И при чем тут узбеки и античная Спарта? Все, что известно о Жанибеке и Керее, пока ограничивается сочинениями среднеазиатских авторов XVI-XVII веков. Оба чингизида были потомками Урус-хана, правителя восточного Дэшты-Кипчака. Его столицей был Сыгнак. Остатки городища сохранились на территории современной Кызылординской области. И прадед Керея Тохтарья короткий срок после смерти Урус-хана правил Сыгнаки, был ханом. И дед Джанибека Курчук тоже правил Сыгнаки и после этого даже успел какое-то время править Сарай при помощи эмира Тимура, который уже захватил в 1395 году Сарай. У них было это в крови. То есть их отцы, их деды, их прадеды правили и были ханы. Может быть, степные царевичи родились в Сыгнаке? Может, да, а может, нет. Когда именно они родились, тоже загадка. Есть лишь косвенные сведения о том, что Керей был чуть старше Жанибека.
Если ты чингизид, и ты родился, уже с самого рождения ты становишься султаном. Это уже титул, который приобретается уже с самого рождения. Очень часто историки говорят, что это султаны, а потом возникло ханство, и они стали ханами. Нет. Такой парадокс, они стали ханами до того, как у них было казахское ханство. Они уже являются оба ханами в своих улусах. Это еще не казахское ханство, это их улусы собственные. Что происходит дальше? Эти два хана правят в своих улусах. Мы точно не можем сказать, где их улусы, где их земли, потому что очень мало у нас материалов. В 1428 году в области Тура, Западная Сибирь, ханом был провозглашен 17-летний чингизид. Звали его Абулхаир. Совсем скоро его политика затронет кочевников, живших на территории современного Казахстана. Здесь нужно уточнить, что во времена Кирея и Женебека одна часть казахских степей звалась Восточным Дэшты-Кипчаком или Узбекским Улусом, а другая – Моголистаном. 430-е, начало 1440-х годах усиливается Абулхаир. То есть он из Западной Сибири постепенно расширяет свои земли, доходит до центрального Казахстана. Потом он видит, что очень выгодно совершать походы в Хорезм, там города богатые, в Сырдарью, на Сырдарью, где богатые присырдаринские города. Это все прибыль, это все наживы, так скажем. И он совершает походы, расширяется и в конце концов утверждается в этих городах присырдаринских. Делает сыгнак своей столицы. Соответственно, тамошние ханы, которые в этом регионе кочевали, жили, Кирей, Женебек, они, видя, что Абулхаир усиливается, у них нет возможности ему противостоять, они уходят, откочевывают, бросают свои кочевья, свои земли и уходят. Считается, что Кирей и Джанибек находились под властью Абулхаир-хана, и вот какой-то момент, недовольный его притеснениями, ушли, возглавив там огромное количество своего населения, и перекочевали вот, на территорию современного Джетсу, то есть Моголистан. Напротив, есть сочинения, такие как Тарихи Абулхаир-хани, да, есть шейбанинами, в которых сообщается об истории Абулхаир-хана. И там перечисляются, например, имена всех его ближайших подчиненных, кто находился под его властью, батыры, султаны. И ни в одном из этих списков мы не находим Кирея и Джанибека. В то время в Дэшты-Кипчаке владычествовал Абулхаир-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучитского происхождения. Женебек-хан и Кирей-хан бежали от него в Моголистан. Исан-Буга-хан охотно принял их и предоставил им округ Чу и Козыбаши, который составляет западную окраину Моголистана. Почему-то считается, что это была какая-то великая перекочевка, что там с Кирей и Джанибек возглавили огромную группу недовольных. Наоборот, Мухаммед Хайдар пишет, что с ним ушло малое количество людей. Махмуд Ибн говорит, Кирей и Джанибек ушли с некоторыми людьми, достойными уважения. То есть это такой способ борьбы, то есть уход, отступление, можно сказать, Кирея и Джанибека, которое на самом деле особо не осталось замеченным в степи. И тут мы подступаем к самой загадочной части истории двух ханов. Что же это за таинственная откочевка, о которой до сих пор строят самые различные предположения? По традиции того времени, когда люди бросают свои исконные земли, ведут, так скажем, вольный образ жизни, их называют казаками. То есть казак – это обычно тюркское слово, обозначающее вольного человека. Вообще оно давно бытовало в языке тюркских кочевников. Где-то прослеживают с XI века, с кыпчакской эпохи прослеживает этот термин как социальный термин. То есть любой человек уходит, обычно это ханы, принцы, да, простых людей смысла нет упоминать, и они не попадали на страницы хроник, о них не говорили. Обычно, если уходит какой-то царевич, известный полководец, скитаться, его говорят, вот этот там царевич стал казаком. Пока он молодой, он наживает себе авторитет в своих походах, удалью своей, да,
храбростью, доказывает, что он может воевать и так далее. Потом он, конечно, возвращается с этого своего казачества и становится ханом. А Керей и Джанибек, так судьба, история, так скажем, распорядилась, что они остались казаками. Если мы обратимся опять к истории этого слова, действительно казаков можно найти повсеместно и в самое разное время. Так, к примеру, венгерский тюрколог Михай Добрович как-то упомянул, что на берегу Балатона жили люди, которые ушли из своего племени. Они были все холостяками. Если само слово «казак», может быть, к этим венграм, по отношению к этим венграм не употреблялось, но, тем не менее, сами характеристики тех вот венгерских казаков или украинских бродников, да, или украинских или русских казаков, или казахов, они имеют некоторые такие общие характеристики. Это, во-первых, все бродяги, во-вторых, это молодые люди, в-третьих, они холостяки. И вот такого рода институт мы можем найти, например, в древней Спарте. Многие наверняка помнят детскую игру под названием «Казаки-разбойники». Кто знает, а вдруг это отголоски чьих-то встреч в степи с искателями приключений Жанибеком и Киреем? Для оседлых жителей это казаки, это разбойники, которые грабят, живут таким образом. А для кочевников, да, внутри, казачество – это обряд, согласно которому представители высшей знати некоторое время ведут свободный образ жизни. То есть тоже можно сказать, как спартанство, да? То есть они ведут образ жизни, пытаются жить. Это и в источниках четко мы видим много таких случаев, когда вот казаком был Мухаммед Сейбани, в свое время несколько лет казачества, Керей, Джанибек и другие, тот же Бабур какое-то время. Для людей, которые из этой среды, это не разбой, это образ выживания, скажем, способ выживания в степи. Некоторые ученые полагают, что в основе казакования лежало нечто, что практиковали еще древние люди. В первобытное время этот институт должен был, как бы сказать, символизировать переход человека из одного состояния, из одного статуса в другой. То есть для того, чтобы человек поменял свой статус, он должен был пройти обряд инициации. Этот обряд инициации, он позволял человеку стать полноправным членом общества. Для этого юноши должны были уйти из своего племени, они должны были охотиться на диких животных, у них были функции разведчиков, они наблюдали, значит, за окрестностями, должны были предупреждать о приближении врагов, вступать с ними в бой. И самое главное, что они должны были совершить какой-то подвиг. Убить дикое животное, убить врага, либо просто мужественно себя вести. Здесь можно говорить просто о том, что в разных местностях Европы, Евразии, эти люди, проходившие испытания, они могли называться каким-то термином. И вот в тюркской среде и, видимо, и в восточнославянской таких людей называли казаками. Когда закончилась вынужденная вольница чингизидов, что обнаружили археологи в местах, предположительно связанных с кочевками казахских ханов, и как все-таки Кирей и Жанибек совместно правили в своих владениях. Так как в начале прибытия в Моголистан они проводили время в набегах на калмаков и грабежах, и на окраинах областей занимались разбоем, к этому народу пристало имя казак. Кочевников из узбекского улуса, скитавшихся какое-то время в степях Семиречья, стали называть узбеки-казаки. Считается, что это были не просто разрозненные группы, недовольные политикой Абулхаира, а объединение родов и племен. В работах казахских ученых Шакарима Кудайбердыева, Мухамеджана Тынышпаева и других собраны народные предания о том периоде. Самое известное – о Каракыпчаке Хобланды-Батыре. Он возглавлял войско Абулхаир-хана. По легенде, Батыр убил в поединке советника хана. Тот был соплеменником Жанибека и Кирея. Они потребовали голову Кобланды, но Абулхаир решил иначе, и в итоге чингизиды со всеми своими кланами откочевали. Если
посмотреть все исторические фигуры, которые задействованы в этом эпосе, легенде, да, то можно увидеть, что это люди, которые жили во второй половине 15-го, начале 16 века. То есть это период уже после образования казахского ханства. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо это относить как к легенде, а не к конкретным историческим событиям. Видимо, все-таки какое-то недовольство было, раз эти люди присоединились. Пусть там было 200 тысяч человек, 100 тысяч человек, но не присоединились, они ушли. И были другие люди в последующем, которые присоединились, и за счет чего и прошло расширение казахского ханства. Видимо, все-таки не так все благополучно было у Абулхаира, его ханстве. В 1468 году Абулхаир-хан выдвинулся в военный поход. Но до битвы с потомками Урус-хана дело не дошло. Абулхаир скоропостижно скончался. Вынужденная миграция ханов Кирея и Женебека закончилась. Они не только смогли вернуть свои исконные земли, но и захватили верховную власть в узбекском улусе. Часть соперников истребили, часть прогнали. А еще в те годы произошло нечто более важное для отечественной истории. И вот эта новая их территория называлась уже владением казахов. Они потеряли слово «узбек» и стали называться просто казахами. Постепенно уже этот социальный термин, да, который обозначал вольных людей, он стал приобретать сначала политический окрас, то есть это казахи. Потом он приобретает этнический окрас, то есть эти все становятся казахами. Второй момент, конечно же, сказалось то, что казахи всегда были вольным народом. 15 век, 16 век. Даже когда русские сюда пришли в конце 17-18 века, они отмечали, что казахи никому не подчиняются, ведут вольный образ жизни и так далее. И вот это их, то, что они ведут такой вольный образ жизни, не подчиняются иногда ханам и султанам и так далее, и как раз-таки характеризовал их казахов. Мой учитель Клавдия Антоновна Пищулина, известный историк, востоковед, она говорила, что в XIV веке Урус-хан и его ханство Ахурда – это и есть первое казахское государство. Это те же казахи, та же территория, то же население, язык, культура. Все, что мы говорим о любом народе, у этого народа оно идентично казахскому народу. Одно но. Там не было еще самоназвания казахи. Не было еще нескольких племен, которые постепенно включались. Такое событие, как откачевка 1459 года, не было ни началом, ни венцом формирования казахской народности. Но оно было одним из главных моментов этого процесса. В 1459 году в степных просторах Семиречья произошла историческая встреча формирующейся народности с будущим своим именем. Каким было возвращение скитальцев-чингизидов? Состоялась ли триумфальная церемония? Мы можем лишь фантазировать на эту тему. Кстати, у историков есть версия относительно того, какими символами власти могли обладать ханы Кирей и Женебек. Казахское ханство было преемником улуса Джучи. Преемников улуса Джучи не только казахское ханство, правопреемниками также является и Крымское ханство, Касимское ханство, Казанское ханство. Если у них были какие-то атрибуты, символы власти, то такие же могли быть и в казахском ханстве. Исходя из этого, я сделал свой анализ источников. И, в частности, я обращал внимание на такие символы власти, как корона и трон. Трон и корона, тах и тач. Материал казахского фольклора подтверждает о том, что у казахов эти понятия были, что предания, связанные с Аблаем, говорят о том, что у него был свой трон, что ему одевали тадж на голову. И такие же сведения о наличии таких же атрибутов мы можем находить не только в фольклоре казахском, но и в источниках. Об этом, в частности, писал не так давно татарский исследователь Исхаков, но уже на основе материалов, связанных с татарами, то есть с Казанским ханством, Крымским ханством. Небольшие сведения имеются и в письменных источниках сефевидского кросса, то есть источник, который написан в Иране. Там, например, тоже вот, в сочинении Тарих Шах Исмаил упоминается о том, что Касым хан сидел на троне, у него была там корона своя, 70, что ли, туманов стоимостью, то есть очень дорогая. То, что до нас дошли имена Кирея и Женебека,
по мнению исследователей, свидетельствует о том, что они были соправителями. К сожалению, мы не можем сказать конкретно, кто из них, допустим, был старше или младше. Дед, допустим, Кирея, Тохтахья был старше Куйурчука. Был ли старше Кирей Джанибека? То есть мы можем гипотетически проследить, когда он женился, когда он там родился, сколько... У нас таких данных нет. То есть они примерно были одного возраста. То есть это где-то около 30-40 лет, когда они пришли к власти. Очень хорошими верными друзьями мы могли быть, но это же не гарантия, что все будет так же стабильно. Но здесь же здесь, наверное, все-таки здесь общие интересы. Здесь вот это сложилась какая-то двухкрыльевая система, можно говорить, две части, да. И одной частью правил Кирей хан, другой Джанибек, но старшим все это считался Кирей. Джанибек упоминается в источниках как Кши Джанибек, младший человек. Говорится, что Джанибек во всем помогал Кирею, и после смерти Кирея он поддерживал его сына Бурундука. Джанибек пережил Кирея, но на трон старшего хана он так и не сел. Впоследствии внук Джанибека завершил формирование государства в границах нынешнего Казахстана. Все последующие казахские правители были потомками Джанибека. Народная память сохранила имена первых казахских ханов в топонимах. Недалеко от столицы современного Казахстана есть озера под названием Кирей и Джанибек. На берегу одного из водоемов недавно археологи вели раскопки и обнаружили кое-что интересное. В 2009-2010 годах впервые мы на территории, так скажем, Сары-Арки, южнее нашей столицы, произвели раскопки мавзолея XIV-XV веков, которые находятся на берегу озера Джанибек-Шалкар. И то, что при раскопках мы обнаружили майолику, то есть терракоту, которая покрывала стены этого здания когда-то, свидетельствует о том, что данный мавзолей, по идее, принадлежит какому-то очень известному или значительному историческому лицу. Поэтому, когда были сделаны первые исследования, и я хочу сразу сказать, что мавзолей сам не сохранился. То есть не надо думать, что он там стоит, потому что это Кургальджинские степи, это территория 30-летних целинных распашек, и потом в советское время все эти культовые памятники большей частью, конечно, не привлекали никакого внимания. Оно было обнаружено совершенно случайно 1 сентября 2009 года, когда начался охотничий сезон. Охотники на берегу озера заложили себе траншею и обнаружили вот эти вот цветные, так сказать, плитки майоликовые. Озеро Джанибек-Шалкар находится на территории Коргальджинского заповедника. Сюда весной прилетают розовые фламинго. А вдруг этим зрелищем любовались и казахские ханы? Археолог Марал Хабдулина выдвинула гипотезу, что степная зона Сары-Арки могла являться родовой территорией основателей казахского ханства. Сразу хочу сказать, центральную могилу мы не нашли. То есть имеется в виду, пол полностью застелен кирпичом. Рушить его мы не захотели. В центре мы сняли несколько кирпичей, попытались посмотреть, но могильную яму мы не обнаружили. Но за стенами этого мавзолея и, так сказать, при входе в мавзолей там есть две так называемые вводные могилы. Так археологи говорят. То есть это могилы, которые были сделаны гораздо позже. Они прям прорубили пол частью и туда похоронили человека. Одну из этих могил мы исследовали, потом закрыли саму могилу, закрыли это все и оставили. Почему мы так сделали? Потому что нужны какие-то новые, так сказать, способы для поиска центральной могилы. Вполне возможно, что вход находится вне стен. То есть это должен быть какой-то подземный коридор, подземная камера, где может быть захоронен этот человек. Но в любом случае, если сделать, например, ДНК или радиокарбонный анализ хотя бы тех остатков костных скелетов, которые там есть, можно будет примерно представить, в каком веке или в какие годы эти водные погребения были совершены. Покидая родные места, эти два человека надеялись, что однажды вернутся обратно. Да, сегодня удача не на их стороне. Горько, что земля предков и столица Улуса досталась могущественному сопернику, а они, законные правители,
превратились в изгнанников. Но степная вольница принимает всех. У них есть шанс отдаться воле случая, поймать вновь удачу и не выпускать ее больше из рук.